Люди могут закрыть глаза и не видеть величия, ужаса, красоты, заткнуть уши и не слышать людей или слов. Но они не могут не поддаться аромату, ибо аромат – это брат дыхания. С ароматом он войдет в людей, и они не смогут от него защититься, если захотят жить. А аромат проникает в самую глубину, прямо в сердце. И там выносит категорическое суждение о симпатии и презрении, об отвращении и влечении, о любви и ненависти. Кто владеет запахом, тот владеет сердцами людей. Добрый вечер. В прямом эфире национального телеканала «Осетия Рестон», программа «Табула раса» или «Чистый лист», и я, ее ведущая Светлана Абаева. Если духи – это мечта, то героиня нашей сегодняшней программы создает мечты. Знакомьтесь, парфюмер Фатима Гаева. Наш прекрасный мир наполнен самыми разными запахами. Ароматы земли после дождя, свежескошенной травы, прелой листвы, ярких цветов и сочных фруктов. Наша память хранит множество обонятельных воспоминаний, но далеко не всегда мы обращаем на них внимание. Однако, есть люди, для которых эфемерный мир ароматов такой же материальный и осязаемый, как окружающая нас действительность. Фатима Гаева, первый и пока единственный осетинский парфюмер, хранит в своей памяти тысячи запахов и оперирует ими, как опытный кулинар специями. В ее голове беспрерывно рождаются ароматы, которые ей удается создать, смешивая разные компоненты. Работа долгая и кропотливая, проходит несколько недель, а может и месяцев, прежде чем удается добиться нужного звучания. Фатима родилась в традиционной осетинской семье. Отец – строитель, мать – инженер-технолог, хотели, чтобы дочь выбрала себе гуманитарную профессию. Но у Фатимы были другие планы. Она получила специальность инженера-электрика, долгое время работала конструктором на крупном производстве, потом ушла в дизайн. Именно тогда стала заниматься парфюмерией, сначала на уровне хобби, все глубже погружаясь в мир запахов. Со временем стало ясно, что создание ароматов именно то, чем хочется заниматься всерьез. Так хобби превратилось в дело жизни. Близкие не сразу поняли, как можно поменять серьезную профессию на такое баловство, но супруг поддержал, и Фатима полностью отдалась своему делу. Первые духи были экспериментальными и остались безымянными. Затем родился аромат «Аллон», в переводе с осетинского «земной». Он получился простым и земным и вошел в основную линейку парфюма от Фатимы Гаевой. Сегодня Фатима автор около 25 эксклюзивных ароматов, которые выпускает под брендом Embrace. В основной линейке марки 5 продуктов, выходящих в форме парфюмерной воды. Ценители творчества Фатимы нашлись не только в России. Ее ароматы покупают в Германии, в Бельгии и Венгрии, в Малайзии и Нидерландах. Однако расширять производство наш парфюмер не планирует. Считает, что трудно делать действительно хорошие вещи на потоке. Созданные вручную, эксклюзивные ее духи состоят не только из эфирных масел. В каждом флакончике содержится частичка ее души. Смелой, независимой и влюбленной в свое дело. Еще раз добрый вечер. Это программа «Табула раса» или «Чистый лист». У нас в гостях парфюмера. Мне больше понравилась создатель ароматов Фатима Гаева. Добрый вечер. Добрый вечер. Фатим, спасибо большое, что приняли наше приглашение. Вам спасибо за приглашение. И традиционные вопросы в чистом листе. Если обычно спрашиваю, какие страницы хотелось запомнить, а какие хотелось бы вычеркнуть как неудавшийся черновик, то вас хочется спросить, какими ароматами, какими каплями, не знаю, какими красками вы бы раскрасили чистый лист. Вот в сегодняшнее ощущение здесь и сейчас. Чем был бы наполнен чистый лист Фатимы Гаевой? Именно ароматический чистый лист. Как чувствуете? Можно краски, можно слова, как хотите. Ну, на данный момент я почему-то чувствую краски. Это все яркие краски. Я не знаю, то ли вы на меня так влияете, то ли атмосфера у вас тут такая яркая. Но сейчас я чувствую цветами. И они все какие-то... А что чувствуете? Вы же все-таки художник в своем роде, да? Что чувствуете перед чистым листом? Что для вас табула раса? Наверное, это просто желание абстрагироваться от всего. От всех, от дневной суеты, от каких-то эмоций, от новостей хороших, плохих. Просто вот, вот, получить чистый лист в голове. Спасибо. Мы, как всегда, работаем в прямом эфире, и номер нашего телефона в студии 72 28 86. У каждого, кто нас смотрит, есть возможность дозвониться в эфир, задать свой вопрос нашей героине. Ну и, как всегда, автора самого лучшего вопроса, который понравится вам больше всего, ждет приз. Что это будет сегодня? Сегодня будет это один из моих ароматов, называется он «Фарна». Угу.
Это один из любимых? Но это один из более востребованных. И он так больше всех нравится людям. Я решила вот именно его подарить. Мы будем говорить об ароматах, о том, как они создаются. Фатим, практически во всех интервью о вас пишут: первая, единственная женщина-парфюмер на Кавказе. Вы смущаетесь, но по факту это так. Тяжело ли быть первопроходцем в сфере, где столько много звездных имен, люксовых брендов, ну и, наверное, вековых парфюмерных традиций, скажем так? Да, я буду откровенна, тяжело, потому что очень трудно добывать знания. Какой-то парфюмерной школы у нас нет, в стране, к сожалению, нет. Я уж не говорю здесь конкретно, но зато очень много информации в свободном доступе, никто не запрещает самообразовываться. Можно получать самые лучшие парфюмерные компоненты, находить их по миру. Как находить — это уже другой вопрос, это тоже сложно, но можно находить, можно экспериментировать, можно становиться парфюмером самостоятельно. По образованию вы инженер-электрик. Да. Работали на успешном мебельном производстве. Да. В какой момент вы поняли, что живете не своей жизнью, что хочется не мебель, ну, условно, да, собирать, а придумывать и воплощать в жизнь мечты? И вот тяжело ли далось решение уйти от этого пресловутого слова «надо» вот в такое сладкое, манящее слово «хочу»? Да, довольно тяжело, но именно по той причине, что я любила всегда свою работу, и до сих пор я люблю мебельную область, всю отрасль, поэтому, наверное, было нелегко. Да, но тут такой момент, как сказать, человек же никогда к чему-то одному, только одному не склонен. У нас склонностей много, мы все сложные личности. Вот это моя творческая вот такая вот, даже не знаю, как сказать, это в зачаточном состоянии пока было. Это было еще просто желание, просто такое неосознанное заниматься парфюмерией. Оно вот так вот вдруг проросло на поверхности и стало доминирующим. От него уже невозможно было на тот момент никак не абстрагироваться, не отказаться. Спасибо. Мы продолжим разговор сразу после того, как услышим зрителя. Алло, здравствуйте. Первый телефонный звонок на сегодня. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. 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 А чуть громче, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Амирлан, у меня такой вопрос. Спасибо. Все вы, наверное, читали произведение «Парфюмер». Я с него начала, да, эфир. Да, в котором главный герой говорил о том, что у каждого человека есть свой запах. Но главный герой своего же запаха почувствовать не мог. Вот у меня вопрос. Героиня вашей программы чувствует свой запах? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Нет, ну, как сказать, у него запах, в принципе, отсутствовал. То есть у него запах тела отсутствовал, такая аномалия. Вот ему автор этой книги, он придумал вот такую вот интересную аномалию. Запахи на себе чувствовать, конечно, сложнее, потому что наш мозг перестает их воспринимать. То есть свой запах, естественно, почувствовать невозможно, скажем так, как люди часто привыкают к аромату своих духов, например. Вот, но аромат духов на себе я ощущаю, да. Хорошо, когда мы говорим, что самое главное в любимом человеке — это запах... Да, я так считаю. Это правда. Но, а тогда это что? Это запах другого человека? То есть, собственно, нельзя, а другой можно, да? Или это тоже, я не знаю... Ну, к собственному аромату наш мозг просто привыкает настолько, что он его как бы вырезает. Он его не слышит. Да, других людей, конечно, мы можем почувствовать. Как правило, когда о своих первых работах или творениях говорят художники, музыканты, артисты, писатели, я не знаю, поэты, они говорят с легкой иронией или юмором, потому как вспоминать об этом особо не хочется. Говорят, что ну и баловство, и называют первым, да, комом или блином. А вот что касается первого аромата, созданного вами, помните ли вы, кому вы его посвятили, подарили, каким он был? И сегодня... Есть он в линейке, вот в этой коллекции ваших эксклюзивных ароматов? Усовершенствовали ли вы его? И, ну, я не могу сказать, стыдно ли за него, но вот как-то вам приятно, что или сейчас тоже смешно? Да, вот, знаете, смешно действительно, потому что первые самые ароматы, они были не из парфюмерных компонентов, они были из эфирных масел, которые я покупала в аптеке, потому что я не знала, из чего создается парфюмерия. Вот, это были такие провальные эксперименты, действительно, ну только смех это может вызвать, но без этого этапа я бы
не вышло бы к следующему, естественно. Вот. Первым, и они все имели просто циферки. Я даже названия не давала, потому что я понимала, что не жить этому. Вот. У них все были цифры, в основном дата, какие-то мои там дополнения к этому. А первый аромат, который получил название, это был Алон. И он уже есть в постоянной линейке, да. Он имеет такую абстрактную идею, он посвящен нашему народу в принципе. Вот, причем Дух осетинского народа. Дух осетинского народа. Ну, в моей интерпретации, да. Вот так. Спасибо. Мы решили возобновить традицию в программе, когда мы даем возможность задать видео-вопросы. И у нас на связи Москва, дизайнер Ибрагим Гациев. Он задаст вопрос, и мы попробуем на него ответить. Если можно, режиссера попрошу вывести на экран. Добрый вечер, телезрители программы «Табула раса». Добрый вечер, Фатима. Меня зовут Ибрагим Гациев, я работаю стилистом, и меня, как человека творческого, всегда интересует вопрос, что вас вдохновляет для создания парфюма, чем вы вдохновляетесь, может быть, это природа, коллекции каких-то разных дизайнеров. Очень хотелось бы услышать ваш ответ. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Действительно, вопрос интересный. Я думаю, что вы сами, как человек творческий, понимаете, что может вдохновлять что угодно. Может вдохновить человека интересный, может вдохновить интересный разговор. Иногда бывают совсем смешные вдохновения. Например, просто я увидела какие-то новые компоненты, я их заказала, мне они понравились. Мне стало интересно, как бы они сыграли с какими-то другими, да, уже известными мне нотами. То есть как такого вдохновения может и не быть, да, в таком, ну, в том смысле, в котором мы его понимаем. Но очень часто, чаще всего могу сказать, что выступают люди. Вадим, я очень люблю, когда заранее общаюсь с героем программы, записывать какие-то мысли, цитаты. Вот я позволю вас цитировать в течение эфира. Вы говорите, ароматы должны приносить радость, не надо нагонять тоску. Порой, самое главное. Когда идешь по городу, едешь в общественном транспорте, заходишь в магазины или просто гуляешь по проспекту, видишь мрачные, утомленные, озадаченные проблемами лица людей. К сожалению, даже иногда малыш, который мчится тебе навстречу, да, нет сил или желания улыбнуться ему в ответ. Но вот смотришь на изможденные лица, и посещает такая мысль: сейчас бы вот распылить какой-то, я не знаю, аромат с феромоном счастья по всему городу, вот посещать такие безумные идеи, сделать что-то такое, что сможет сделать счастливым каждого жителя города, республики, мира. Было бы, конечно, здорово, просто я понимаю, что, к сожалению, это невозможно, потому что запахи очень сильно плотно связаны с нашей памятью. То есть у каждого человека свои воспоминания, и сделать абсолютно всех счастливым одним ароматом невозможно, потому что для кого-то это все-таки воспоминания будут негативные. Единственное, что я говорю, что аромат должен приносить радость, он должен приносить радость тому, кто его выбрал, кто его носит. Он не должен выбираться, потому что он модный, потому что подружка сказала, что он крутой, или потому что, я не знаю, консультант посоветовал. Он должен именно вам конкретно приносить радость. Иначе смысла в ношении парфюма, я считаю, нет, теряется он. Спасибо. 72 28 86 — это телефон нашей студии. У нас в гостях парфюмер или создатель ароматов Фатима Гаева. И мы продолжим наш разговор сразу после рекламы на канале Осетия Ристон. Оставайтесь с нами. Это программа «Табула раса» или «Чистый лист». У нас в гостях создатель ароматов Фатима Гаева. 72 28 86, номер телефона в нашей студии. Вы можете дозвониться в эфир, задать свой вопрос. И если он окажется лучшим, по мнению нашей героини, вы сможете забрать этот замечательный аромат. Вы говорите, аромат — это всегда характер. И создаете духи унисекс. Вы говорите, я делала аромат для нее, рассказывая мне историю создания аромата для подруги. Не для нее, а про нее. Вот история про. Это важно? Но это важно для меня, конечно. Мы говорили о том, как вдохновение вообще приходит. Вот, например, если вдохновил меня человек, я не могу сделать духи для него. В том смысле, что я не уверена в том, что он будет ими пользоваться. Но я могу рассказать свою ароматную историю про него. Именно про, то есть как я его представляю, какими нотами я бы его охарактеризовала. Иногда получается так, что действительно этот человек потом носит этот аромат, но, как сказать,
целью это не является обычно именно создание аромата для человека. Мне очень нравится носить аромат или наносить аромат. Как правильно? Существует очень много мифов о том, Знаете, Мгм. я никогда, вот, как сказать, я не ограничиваю, не люблю, когда меня ограничивают, я не люблю ограничивать людей. Я считаю, что каждый должен для себя все решать. Мгм. Как правильно носить, куда наносить. Ну, Есть пульсирующие физика точки, просто. да? Есть физика испарения, то есть молекулы ароматические, они легче воздуха обычные, они испаряются снизу вверх. То есть чем ниже вы наносите аромат, тем больше будет объем, да, ароматический. Если вы нанесете сюда где-то на запястье, у вас как бы объем будет большой. Если вы нанесете за ушки, естественно, кокон будет как бы маленький, и мало кто услышит, да, кого вы так вот близко подпускаете, вот только они. То есть вы можете это контролировать, но говорить, что вот так правильно, так нет. Насчет того, на тепловые точки, на точки пульса, здесь просто он будет более интенсивно звучать. То есть, опять-таки, чего вы хотите добиться? Если вы хотите, чтобы он звучал дольше, лучше нанесите на одежду. Хорошо. Как насчет того, что если аромат твой, то ты его на себе не ощущаешь? Но опять-таки тоже спорный Индивидуально, вопрос. да? Мгм. Да, я считаю, что свой аромат желательно чувствовать, потому что это радость, которую мы для себя доставляем, за которую мы деньги заплатили. В конце концов, да, да? в конце Мгм. концов. Вот, поэтому мне бы хотелось, чтобы аромат ощущался. Спасибо. У нас телефонный звонок. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Нина. Я хотела бы задать вопрос. Пожалуйста. Если бы вам посчастливилось объединиться с знаменитыми парфюмерами для создания аромата, то для кого бы вы его создали? Спасибо большое. Какой парфюмерный дом, я правильно понимаю? С да, из каким-то знаменитых? знаменитым Да, парфюмерным домом, для кого бы создали, да? Мгм. Знаете, есть такие... Мне бы понравилась идея создать ароматы для исторических личностей, например. Мгм. Вот мне бы это было интересно. Если бы такой проект какой-то существовал с несколькими парфюмерами, которые работают над ароматами для каких-то существовавших или, может, даже сейчас существующих исторических интересных личностей, я бы над этим поработала. Фатим, мне кажется, Катрина Денёв сказала, что я снялась во многих фильмах, но известность мне принесла реклама духов. Есть какая-то звезда, не знаю, политическая, спортивная, кинозвезда, какой-то артист, с которым бы хотелось поработать, или хотелось бы доверить ему рекламу, сделать его лицом вашей марки Embrace? Знаете, я к рекламе так очень осторожно отношусь, потому что, мне кажется, это огромный бюджет, который в итоге потом ложится на плечи покупателя. Я считаю, что это не совсем справедливо. Я считаю, что те Так, это у вас сейчас говорит человек разумный, подождите, рациональность говорит, а я говорю вот о мечтах. О мечтах, чтобы вдруг? просто было красиво. Есть возможность у вас создать, да? Знаете, у нас столько красивых девушек в Осетии. Я бы зашла в первое Свежее модельное агентство, да, и я бы сразу бы выбрала Правда? 5. Точно. Подождите, где-то в интервью я читала, что вы хотели бы, чтобы вашим ароматом пах президент России. Нет? Носил на себе меня не запах, совсем как будет так правильно? поняли. Ага. Меня тогда спросили, кстати говоря, да, меня спросили, какой бы аромат я для него создала. То есть меня уже в такие условия поставили. Ясно. Да, и я сказала о том, что какие ноты, мне кажется, ему бы подошли. Да, то, что это должен быть какой-то такой аромат, который должен его расслаблять, потому что очень напряженная работа. Да, то есть я просто начала представлять такому человеку, с такой ответственной работой, какой бы аромат подошел. Это именно игра воображения. Я не занималась этим. Понятно. Я не думала пока об этом. Спасибо. Ну вот вы сказали, что у нас очень много красивых людей и девушек в Осетии. Да. Одна из них дозвонилась к нам сейчас в эфир. Девушка, ну можно ли назвать ее блогером? В каком-то смысле, наверное, да. У нее очень популярная страничка в интернете. Анна Зимбатова. Здравствуйте, Анна. Спасибо большое, что вы с нами на связи. Вам слово. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, Фатима. Здравствуйте, Анна. Мне очень приятно с вами в прямом эфире разговаривать. Вы очень талантливый, креативный человек. Я это поняла с первой секунды нашего знакомства. Спасибо вам, спасибо. Хотела сделать вам видеосюрприз, но как-то не получилось, к сожалению, поэтому по телефону хотя бы хочу поблагодарить вас за то, что вы своими руками и обонятельной интуицией
создаете такую красоту. Мой любимый аромат — это Фарна. И с первого же теста он меня просто покорил. И не только меня, но и всех окружающих, которые его на мне слышат. Хочу сказать вам, что желаю вам творческих успехов, процветания, и чтобы вы продолжали нас радовать своим талантом. Спасибо большое. Спасибо, Анна. Спасибо. Спасибо. Кстати, Анна одна из редких людей, когда я угадываю, я смотрю на человека, и мне кажется, что вот этот аромат ему подойдет. Она действительно выбрала этот аромат, и вот, как она говорит, она его носит, и он ей действительно подходит. Те, кто не может дозвониться в эфир или в силу собственной скромности стесняется это сделать, вот одна из них, Зарина Абаева, спрашивает, пользуется ли Фатима своим парфюмом или же предпочитает другие бренды? Ну вот мастеру такой вопрос. Вообще, если честно, вот я опять-таки откровенно прямо обо всем, конечно, одним из первых, одной из основных причин, почему я начала заниматься парфюмерией, это потому что меня не устраивало то, что рынок может предложить. И поэтому я начала делать ароматы в первую очередь для себя. Да, все было вот так эгоистично. Все свои ароматы я обязательно тестирую на себе. То есть какое-то время каждый из ароматов, даже самые мужественные, даже самые мне неподходящие, они все-таки на мне должны прижиться, я должна понять, как они раскроются. Да, я ношу свои ароматы. Насчет ароматов других домов я всегда интересуюсь новинками. Я их тестирую, но носить на себе не ношу. Правда, что ваш супруг не изменяет вашим ароматом и всегда пользуется исключительно приходится вашим? Ему, да, приходится. Нет, у него просто свой аромат, именно сделанный под него, он больше не повторяется. Я думаю, что ему это льстит тоже в определенной мере, да, который действительно ему подходит. Ну, естественно, я знаю, что ему подходит. Вот. И он пользуется своим собственным ароматом. Спасибо большое. Мне особенно приятно, что зрители сегодня активные. Алло, добрый вечер. Кто к нам дозвонился? Алло. Добрый вечер. Добрый вечер, Светлана. Добрый вечер, Фатима. Давид меня зовут. Очень приятно, Давид. Ваш вопрос. Добрый вечер. У меня, знаете, какой вопрос интересный. Вот у каждой профессии есть какие-то негативные, негативные последствия или какие-то отрицательные стороны, факторы, да, которые остаются. Вот мне интересно, Фатима не принюхивается к людям или вот к чему-то? Вот нет такой? Или если есть, то какой негативный фактор вот есть у парфюмера? Негативный фактор. Спасибо большое. Спасибо. Есть такое дело. Я начинаю все отдушки, крема, шампуни, все, что попадается, и у меня в голове сразу они раскладываются по нотам. Даже тогда, когда мне не хочется, тогда, когда мне вот точно хочется абстрагироваться, но уже мозг начинает работать помимо моей воли. Вот это я считаю негативным фактором. Это раз. Второй негативный фактор — это усталость от ароматов. Бывает такое, что моему носу нужен покой на какое-то время, и мне не хочется тестировать ничего. Я просто не наношу на себя ничего, я не пользуюсь ароматами, я не тестирую новые компоненты, я просто даю себе отдых. Вот такое тоже бывает. Спасибо большое. Я попрошу режиссера подготовить второй видеовопрос. Это Ирина Хабалова. Она участница проекта на телеканале «Алания», конкурс ведущих. Да, человек, который занимается бизнесом, но пробовал себя в журналистике. Если можно показать видеовопрос, мы его посмотрим. Пожалуйста. Добрый вечер всем! Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте, Фатима! Меня зовут Ирина Хабалова, я человек, который давным-давно пополнил ряды любителей хорошей парфюмерии. И у меня к вам, Фатима, такой вопрос, как к творческому человеку. У вас на странице в Инстаграм указано, что парфюмерия Embrace – это парфюмерия со смыслом. И наверняка это так, потому что сам процесс создания парфюма очень непростой, интересный и настоящий творческий процесс. Я это поняла еще много лет назад, когда посмотрела голливудскую картину «Парфюмер». Правда, сюжет был весьма притянут за уши, но все-таки было понятно, что помимо мастерства, знаний, какого-то определенного вкуса, нужно еще вложить свои чувства, какие-то эмоции, и тогда уже будет хороший результат. И у меня к вам такой вопрос. Когда вы создаете новый свой продукт парфюмерный, что происходит в вашей голове?
Вы когда-нибудь представляете себе людей, которым будущий аромат предназначен? Как они выглядят? Высокие, смуглые, красивые? Какой у них будет темперамент? Какие фантазии бывают тогда в вашей голове? Расскажите нам, пожалуйста, об этом. Спасибо. Вот такой интересный вопрос. Спасибо за вопрос. Знаете, я конкретно расскажу про один аромат, вот про этот аромат Фарна. Я думаю, что это будет как раз ответом на вопрос. Он создавался для моей подруги. Она об этом не знала, она не просила никогда. И мне представлялась именно девушка с темными волосами, какая-то такая вот, как сказать, такая и мягкая, и уверенная в себе одновременно. И от нее обязательно должно было пахнуть смородиной. Вот этот вот аромат смородины, он меня вот за мной ходил везде. И пока я не нашла нужные компоненты, пока я не пробовала, не распробовала и не создала именно ту формулу, которую хотела, этот образ меня преследовал, можно сказать. И не всегда, как я говорила, не всегда так бывает. Но конкретно с этим ароматом я понимала, что я пока не добьюсь нужного звучания черной смородины, этот аромат у меня не получится таким, как я его задумала. И? Угадали? Я не то чтобы угадала, я пришла к тому, как сказать, вот в этом был смысл. Да? То есть парфюмерия со смыслом, это смысл для меня важен. То есть я шла к тому, чтобы прийти именно к этой цели. Мне нужна была именно вот такая вот, как сказать, именно вот эта темноволосая девушка, понимаете? Конечно, это мои фантазии, то есть этим ароматом пользуются мужчины в том числе, да. Я их не навязываю им, своих образов каких-то, но прийти от образа к конечному продукту, вот это вот была цель. Я считаю, Кстати, а приходят люди, которые просят создать какой-то эксклюзивный, индивидуальный аромат? Вы работаете очень много с клиентами? А можете отказать в силу каких-то причин? Я Каких? практически всегда отказываюсь. Почему? Потому что я считаю, что человек, попробовав мои ароматы, и он понял, во-первых, мой стиль, да, либо ему он понравился, либо не понравился. В случае, если не понравился, то мы все равно ни к чему вместе не придем. То есть у нас ничего не получится. А если понравился, пусть берет из той линейки, которая есть. Создание ароматов — это очень длительный процесс. Очень. И я не хочу ни времени терять, естественно, на то, что получится, не получится, сработаемся, не сработаемся. Как правило, это идет работа над каким-то одним конкретным, или вы можете параллельно несколько ароматов создавать? Нет, они, конечно, создаются параллельно, но я люблю работать над тем, что интересно мне. Когда, конечно, постоянно идут какие-то рамки, то навряд ли у меня получится тот аромат, которого от меня ожидают. А кроме того, это пройдет очень большое время. Просто, да, мы оба потеряем время. Я каждый раз объясняю вот это. Да, мы можем создать аромат под вас, но вам придется очень долго ждать. Да. Спасибо. Очень долго ждет выход в эфир наш зритель. Алло, добрый вечер. Алло. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста, ваш вопрос. Меня зовут Диана. Да, спасибо вам, Светлана, что вы приглашаете всегда очень интересных людей. Фатима, добрый вечер. От вас идет такая положительная энергетика, что она чувствуется просто через плазму. Вы знаете, вот я смотрю, и у меня вот такой вопрос. Вот приходит к вам человек, и я поняла, что вы создаете индивидуально для каждого духи, да? И вот чем вы руководствуетесь, что в основе, когда вот вы создаете этот аромат? Может, его внешность, может быть, манера поведения, глаза, его личный какой-то вот запах человека. Было бы интересно от вас это услышать. Спасибо.
Спасибо. Спасибо Ну, чуть выше большое. мы сказали, но тем не менее, да? Да, чуть расширили мы рамки говорили вопроса. то, что конкретно под человека Мгм. я ароматы обычно не делаю, но я могу вдохновиться человеком. То есть такое бывает, что мне для этого человека хочется создать аромат. Если такое случается, то как бы я суммирую все то, что его внешность, и его ну, все абсолютно именно в моем представлении, в моей интерпретации. Это не обязательно будет аромат точно для него, он не обязательно будет его носить, но это будет моя ароматическая история про конкретного человека. Вот вы, когда пришли сегодня на программу и приобняли меня, вы сказали, мои ароматы вам понравятся. Вы услышали запах, Мне в показалось, что который направление я просто ароматов. влюбилась, и я не могла понять, почему. А когда я посмотрела составляющие, там нотки ландыша, это мои самые любимые цветы, где-то средняя нотка — это ландыш. Вы его учуяли? Вы его Нет. расслышали? Нет, я услышала восточную базу, Мгм. а цветов я вообще не почувствовала. Мгм. Может быть, сейчас на вас Просто уже... спросила. Да, просто уже, может быть, база осталась, Да. я ее уловила. Вот, я уловила общее направление ароматов. Мгм. То есть конкретных каких-то нот я не уловила. Я просто поняла, что это направление, в принципе, вам, возможно, будет интересно. Спасибо, я в этом уверена. 72 28 86 номер телефона в студии. Звоните. Сегодня как никогда активны зрители, но, видимо, хочется получить эксклюзивный аромат от Фатимы Гаевой. Мы вернемся в студию сразу после рекламы. Она будет короткой. Оставайтесь с нами. Добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился. И спасибо всем, кто этот вечер проводит вместе с телекомпанией «Сети Аристон». Это программа «Табула раса» или «Чистый лист». И у нас в гостях парфюмер Фатима Гаева. 72 28 86 номер телефона в студии. И говорят, уже долгое время на связи зрители. Добрый вечер. Кто к нам дозвонился? Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос. Да, меня зовут Ирина. Очень приятно. Очень приятно видеть вас на экране. А вопрос мой следующий. Ароматы обладают удивительным свойством воскрешать в памяти какие-то моменты жизни. Когда вы вспоминаете свое детство, какие запахи у вас в памяти возникают чаще всего? Иначе, чем пахнет ваше детство? Пожалуйста, поделитесь. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Спасибо, очень интересный вопрос. Детство мое пахнет, наверное, бабушкиными пирогами больше всего оно пахнет, ободранными коленками. Оно пахнет травой, потому что мы, детки, очень часто возились где-то в траве, постоянно грязные коленки, вот это вот все. Ну, запахи детства, они... Ну да, наверное, они все-таки травянистые больше всего. Потому что мне пахнет летом, мне пахнет корой деревьев, на которые я постоянно пыталась залезть. Ну, такие примерно воспоминания. Если провести опрос и спросить людей о любимых запахах, то, наверное, на первом месте будет запах любимого человека, на втором месте, наверное, будет запах вот грудничка, вот этот запах младенца. Запах макушки. Макушки, да. Есть у вас любимый запах, помимо этих двух, которые вы перечислили? Знаете, мне очень трудно говорить насчет любимых запахов, потому что у меня все запахи практически любимые. Даже те, которые люди часто воспринимают негативно, они говорят, фу, что это, и все такое, я воспринимаю как ароматический компонент, который можно будет использовать в какой-то композиции. Если его обыграть, он совершенно по-другому себя проявит. Вот, поэтому мне интересны запахи все. Просто иногда слишком они бывают навязчивыми, иногда бывает их слишком много. Вот эта любовь к запахам, я думаю, она именно и породила любовь к парфюмерии. То есть я не любила только духи, я любила ароматы всегда. Мне нравились запахи, мне нравилось думать, как их можно скомбинировать и что из этого получится. Вот поэтому выделить какой-то, честно, не могу. А пока вы планируете заниматься исключительно духами или будет какая-то парфюмерная линейка, то есть, я не знаю, там масла, гели для душа, мыло, что-то подобное? Вот хочется попробовать? Я думала об этом. Это пока не очень в большом секрете. Да, мы проводим кое-какие испытания с моими коллегами, которые занимаются изготовлением косметики. А пока это все так в будущем.
наверное, как сказать, для себя я ставлю пока только парфюмерию, а там как будет получаться. Буквально неделю назад в рамках Дня молодежи прошла встреча главы республики с молодыми ребятами в формате открытого диалога, где Вячеслав Битаров, как всегда, большое внимание уделял поддержке малого бизнеса, говорил о созданном агентстве развития, Министерстве экономики, которое, по сути, призвано быть в помощь молодым ребятам, молодым предпринимателям, таким как вы. Вот давайте поговорим на чистоту. Есть ли на самом деле смысл обращаться с просьбой о помощи в подобные агентства или вот министерства? Есть ли реальная поддержка и помощь? И принимаете ли вы участие в получении подобных грантов? Я считаю, что нужно всегда пытаться. Все, кто занимается бизнесом, особенно в начале пути, все всегда знают, что проблемы одни и те же, проблемы часто финансовые, и нужно всегда стучать во все двери. Я считаю, что, как сказать, даже смысла нет задавать вопрос такой, нужно ли. Обязательно нужно. Нужно пробовать. Другое дело окажут, сочтут нужным оказать или нет, это другое дело, но... Ну вот с чем сталкиваетесь вы, с какими препонами? Я пока ни с какими препонами не сталкиваюсь, честно говоря. Потому что фонд выставочной деятельности, например, уже оказывает поддержку. Они звонят мне, просто я не смогла принять участие, когда они предлагали. Это не по их вине. Также юридическую помощь могут оказать. Очень часто нужна бывает начинающим предпринимателям. Грантовую поддержку просто позже в этом году будут оказывать. Я надеюсь, что я еще успею поучаствовать. Так что нужно пробовать, не нужно жаловаться. Я просто помню очень хорошо, когда Вячеслав Михайлович был еще бизнесменом, он всегда говорил, не надо помогать, не мешайте. Вот есть это золотые слова. Но, к сожалению, не мешать не получается, потому что, как сказать, всегда нужно понимать, что нам нужно будет выплачивать налоги, зарплату и так далее. К этому нужно постепенно привыкать. Конечно, когда даются какие-то налоговые каникулы, это чудесно. Но если они не даются, то все равно нужно как-то пытаться выживать. Фатим, такой вопрос. Хочется ли уйти от вот этой эксклюзивности и штучности, какой-то массовости, что ли? Да. Я не могу сказать, что там в погоне за большими доходами, но тем не менее, какой-то широкой известности хочется? Хочется, потому что я по натуре производственник. Я люблю крупные, шумные производства. Это прям мое. Я себя там чувствую, как рыба в воде. Но если совсем крупного производства я пока не мыслю, да и вообще, наверное, никогда не мыслю, потому что это сразу будет другое качество продукции. Потери, да, обязательно, я не хочу. Но чтобы это не было ни в какой мере хендмейдом, а было именно вот чем-то таким мануфактурным. К этому я надеюсь прийти. Спасибо. Телефонный звонок. Алло, добрый вечер. Да, добрый вечер. Добрый. Представьтесь, пожалуйста. Диана Кова. Очень приятно. Диана, ваш вопрос? Вот прямо сейчас сформулировать его. Что? Алло. Да, мы вас слышим внимательно, пожалуйста. Да, добрый вечер, Светлана. Добрый. Добрый вечер, Фатима. Светлана, вам отдельное спасибо за очередной такой подарок для нас, для зрителей. Опять в эфире такая интересная личность. Вам отдельное спасибо за это. Фатима, вот у меня такой вопрос. Вот слушая то, как вы отзываетесь о своем выборе, да, вот этим посвящение себя этому делу, то есть сразу такой назревает вывод о том, что вы в первую очередь не с коммерческой точки зрения это воспринимаете, а именно с душевной такой посыл ваш чувствуется, и это очень радует. И вот хотелось бы, как любой творец, да, субъективно вас уже воспринимаем как творца, я думаю, многие со мной согласятся. И вот хотелось бы спросить, как любой творец, то есть как будь то музыкант, будь то художник и так далее, да, то есть у каждого есть свой, со временем такой возникает свой почерк, узнаваемый. Вот как вы считаете, вот в ваших творениях, какая самая главная особенность? Вот даже, я не знаю, это какие-то базовые нотки, либо это то настроение, с которым вы создаете. Как, допустим, мы, как потребители, даже это слово не совсем уместно, но можем узнать именно ваш продукт? Спасибо. Спасибо большое. Вопрос один лучше другого. Я не знаю, что вы будете делать с призом. Да, я не знаю, я уже задумываюсь об этом. Спасибо большое за вопрос.
В общем-то, сразу два вопроса я услышала, два в одном. Первый — то, что больше это бизнес или творчество. Я скажу, что нужно объединять и то, и другое. Иначе погрязнуть очень легко в бизнесе и полностью забыть творческую сторону. Можно заняться полностью творчеством, но это никому не нужно будет, это не будет востребовано. Так что сказать то, что я только смотрю в одну сторону, я пытаюсь смотреть в обе. Пока не знаю, как получается. Насчет почерка. Я думаю, что к чему я стремлюсь, я могу про это рассказать. Я стремлюсь к сложности композиции. Я не люблю моноароматов, которые вот сейчас довольно популярны. Я люблю, чтобы аромат имел интересное начало, чтобы он интересно, сложно раскрывался, чтобы у него было длительное, продолжительное звучание базы. Вот это вот тоже подчеркну, потому что это мое предпочтение. Дело не в том, что хорошие духи, это значит, обязательно они должны звучать очень долго. Это не так. Просто я люблю, чтобы духи звучали долго. Для меня это история, которая должна продолжаться. Я не люблю коротких вот таких вот, слишком коротких ароматических историй. Я не люблю слишком простых историй. Мне важна глубина, и мне важно, чтобы аромат, раскрываясь, менялся сильно. Я люблю, чтобы вы вместе со мной проходили какой-то путь, чтобы вы эту историю, пусть по-своему, но именно ощущали и видели. Вот, если это можно считать почерком, то вот это вот главное как бы направление моего творчества. Спасибо. В нашей программе есть еще одна традиция, когда герои говорят близкие люди. А вот человек, который, наверное, какой-то этап пути с вами проходит вместе, человек тоже творческий, очень красивая, яркая личность, Раса Гусоева. Давайте предоставим ей слово в эфире. Спасибо ей за то, что она согласилась и помогла нам организовать такой сюрприз. Внимание на экран. С Фатимой мы познакомились около 2 лет назад благодаря нашим хобби. Меня всегда восхищают такие, как она, люди, которые сочетают в себе множество граней. Ее аналитический склад ума сочетается с потрясающей, тонко чувствующей душой, очень творческой, очень нежной, хрупкой. И то дело, которым она занимается, наверное, говорит само за себя. Очень искренний, чистый, добрый человек, готовый всегда прийти на помощь. Я настолько в ней это ценю. И это большая редкость, на мой взгляд. Поэтому я желаю тебе, Фатим, сохранить в себе все эти добрые качества. Желаю тебе, конечно же, процветания, чтобы ты достигала всех своих целей, своих желаний и больших-больших надежд, которые ты возлагаешь на свое дело. Я уверена, у тебя все получится, потому что тому доказательство, что ты сегодня сидишь напротив Светланы. Пожалуйста, никогда не сомневайся. 72 28 86 номер телефона в студии. У вас есть еще возможность задать свой вопрос Фатиме, а мне хочется спросить, если хочется ответить взаимностью Дзери, то можно это сделать. На самом деле вы меня удивили. Большое вам спасибо за такой сюрприз. Зараса чудесный человек, и я просто горжусь дружбой с такими людьми. Спасибо большое, Дзер, огромное спасибо, правда, за сюрприз и за то, что вы есть и создаете такую красоту. Вот если честно, женщины, гости — это редкость в нашем эфире. Как правило, почему-то, ну вот как говорят, я не знаю, великие художники, великие кулинары, да, великие музыканты, возможно, мужчины. И вот поэтому как часто говорят мужчины, да. Великие музыканты мужчины. Да, да. И вот мне особенно приятно, что сегодня одна женщина талантливая сидит в студии, а другая талантливая, красивая женщина, они говорят, что дружбы женской не бывает, да? Ну, хочется мне привести цитату уже не вашу. Она, может быть, чуть не лаконичная, но мне очень нравится. Все, что делает человека, все, что он имеет, можно условно разделить на 2 части. Сфера нужного и сфера ненужного.
Нужно все, что связано с выполнением двух задач, роднящих нас со всеми остальными живыми существами. Самосохранение и размножение. Догадываетесь, к чему веду? Все не содействующее этой функции в глобальном смысле не нужно. Хлеб насущный нужен, стаканчик вина не нужен. Идти, чтобы двигаться вперед, нужно, танцевать не нужно. Работать, чтобы получать деньги, нужно. Насвистывать при этом песенку, испытывать от работы удовлетворение не нужно. Соблюдать правила движения нужно, наблюдать восходящую луну не нужно. Половая жизнь нужна, романтическая любовь нет. Духи, вне всяких сомнений, относятся к сфере ненужного. Но как раз с ненужного начинаются радости жизни. Какие радости жизни, помимо духов, есть у Фатимы Угаевой? Вот сфера нужного. Угу. Что для вас? Первое, самое главное, нужное — это моя семья. Угу. Нужное. Важное. Нужное, важное. Нужное, важное — это рост. Нужно за собой следить и развиваться. Очень легко. Невозможно, точнее, на одном месте невозможно оставаться. Если нам кажется, что мы стоим на месте, значит, мы постепенно движемся вниз. Угу. То есть нужно двигаться наверх. Вот это вот важное, нужное. Что еще? Что для вас еще важно? Что для меня еще важно? А можно тогда спрошу, вот в перспективе какие горизонты смелые хотелось бы покорить? Вот я смотрю на эту интересную упаковку, в принципе, в этом тоже, да, индивидуальность. Вот что хотелось бы добиться? Вот программа «Максимум», во всяком случае, на сегодняшний день для вас какая в профессии? Профессии — это узнаваемость на международном рынке, не только на российском, но и на международном. Я считаю, что вполне достижимая цель, именно если говорить о нишевой парфюмерии, то есть конкретно развиваться в этой области. Главное, что я для себя ставлю, не снижать качество и развиваться, чтобы работать над узнаваемостью. Я приведу, можно еще одну цитату. Жак Польш, французский парфюмер, создатель аромата Шанель, в одном из своих интервью сказал, он сравнил работу парфюмера с Формулой-1. Научиться водить автомобиль может каждый. Однако некоторые люди имеют особенный талант, а другие просто ездят. Согласны вы с ним или нет? Вот вы сейчас говорите, развиваться в профессии и так далее, и так далее. По сути, вы парфюмер-самоучка. Да. Вот на вас не смотрят скептически, не доверяя? Что конечно, ты понимаешь? Смотрят, конечно, смотрят. Очень часто мне задают вопрос, а где ты училась? Я понимаю, вот после этого вопроса я понимаю, что можно не отвечать, потому что, что бы я ни сказала, я нигде не училась. Я сама самообразованием занималась, я училась вот так или по-другому. Человеку важно увидеть мою бумажку на этот момент. А ему не важны мои ароматы, по большому счету. Ему не важно то, что, как сказать, к чему я стремлюсь. Ничего ему не надо. Вот, таким людям я отвечала, конечно, нет, у меня высшего образования именно в парфюмерной области нету, и все. То есть они остаются при своем мнении, я при своем. Вот. А если мы вернемся к началу программы и скажем о том, что первая и единственная женщина-парфюмер на Кавказе. Вот в этом смысле боитесь того, что появятся конкуренты, конкурентки, и как выживать в условиях конкуренции? Нет. Вот честно говорю, что не боюсь конкуренции. Интересно? Потому что я считаю, что больше вместе мы можем больше. Если бы в Осетии, скажем, было бы 10-20 парфюмеров, то мы бы уже к себе привлекли серьезное внимание. То осетинские духи, они бы не воспринимались как какой-то нонсенс, а воспринимались бы как что-то интересное. То есть в этой области почему-то очень много людей, занятых вот этим, и вроде бы у них что-то получается. Надо к этому прислушаться. Во-первых. Во-вторых, нам бы было легче добывать компоненты, нам было бы легче договариваться с фирмами-производителями, тары и так далее. То есть во всех отношениях мы бы все выиграли. Почему я считаю, что конкуренции здесь не может быть? Потому что у каждого парфюмера свой почерк. У каждого парфюмера будут свои, как сказать, будут любители его ароматов. Вот, подделать чей-то почерк невозможно. Я не боюсь, что кто-то вдруг начнет делать мои духи. Такого не может быть просто. То есть будет их больше, будут они покупаться больше. Спасибо. Время эфирное подходит к концу. Нам нужно определиться с лучшим вопросом и, соответственно, с человеком, которому достанутся эти замечательные духи.
Было много вопросов по поводу вдохновения, но первый вопрос задал молодой человек. Он сказал, как конкретно я вдохновляюсь, то есть люди какие-то или абстрактные понятия. Вот мне очень понравился этот вопрос. Это видеовопрос или телефонный? Это был видеовопрос. Видеовопрос — это Ибрагим Гациев. Ничего себе, значит, вот этот флакон у нас едет в Москву. Да. Ибрагим Гациев, если вдруг вы смотрите в Москве наш эфир, я вас поздравляю с тем, что мы вам вручим от Фатимы Гаевой этот эксклюзивный аромат Фарн. Фатим, в конце всегда спрашиваю, есть что-то, что хотела сказать, о чем я не спросила, быть может, какие-то пожелания, что-то, что осталось на душе? Самое главное, что хочу сказать, пусть ароматы приносят вам радость, пусть вам будет хорошо в тех духах, и пусть они вас обнимают, пусть они вас греют и поднимают обязательно настроение. Следите за этим. Если духи не поднимают вам настроение, они вам не нужны. Спасибо огромное. Спасибо за то, что пришли, спасибо за то, что творите. Вдохновения вам такого неисчерпаемого. Спасибо. Спасибо всем, кто этот час был вместе с нами. Огромное спасибо зрителям, которые сегодня были активны как никогда. Как всегда, завершая программу, прошу прямо сейчас наберите номер телефона человека, который вам очень дорог, и скажите о главных словах вашей и, быть может, в его жизни. Любите и будьте любимы. До встречи в эфире. До свидания.